Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпку на песке на такую тему. От вас ничего не зависит. Все случится по воле судьбы. Если вам интересно, вы хотите узнать, в чем воля судьбы, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть песочек раскроет все свои тайны и все свои секреты. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, хорошие, самые лучшие в мире, я хочу сердечно поблагодарить за ту невероятную поддержку, которую вы мне даете, за ваше доверие и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон. Итак, настраивайтесь. Я же позову высшие силы. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы. Пошлите самую нужную, важную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, это очень важно слушать и узнать. О, какой ангел, смотрите. Ой, как крепко ангел за вас возьмется. Вы либо в каком-то безвыходном положении оказались, мои хорошие, либо вы хотите какую-то ошибку сделать. Может быть, вас какие-то дурные люди к ошибкам подбивают, тянут. А может быть, вам кто-то голову заморочил. Может быть, вас обманывают. Да? Какой-то опрометчивый шаг как будто бы на что-то острое. Да? Вот, чтобы вы поранились, либо какой-то вред себе причинили. А ангел, буквально, извините за слово, но вот здесь так и показано, вот как за уши вас тянет и говорит: туда не ходи, это не делай, с этими не общайся. Да, вот как за уши оттягивают от чего-то очень плохого. От вас это не зависит, все в руках Божьих, да, ангел-хранитель не даст вам попасть в плохую ситуацию, не даст вам совершить ошибку. У каждого это проиграется по-своему. У кого-то проиграет, что вы резко и неожиданно для себя вот прям передумаете, скажете: нет, вот это делать я не буду, даже не сможете объяснить, почему вы передумали. У кого-то отыграется, что вам это будет заблокировано, да, вот как блок какой-то упадет. И также, мои хорошие, может отыграться, что вы вот неожиданно можете себя плохо почувствовать, да, из-за этого все планы переиграются, и в плохую ситуацию вы не попадете. Иногда, да, высшие силы нас останавливают, насылая на нас какие-то болезни, либо состояния, когда мы становимся беспомощными. Но опять же, это не для того, чтобы навредить, это для того, чтобы защитить. Защитить прежде всего от самого себя, от самой себя. Прям за уши оттянет вас ангел-хранитель от плохих людей, от опрометчивых поступков, от беды, от неприятностей и от того, что может вам навредить. Так что принимайте смиренно и знайте, что это вам во благо. Понятно, что нам сложно это понять, и у некоторых в голове это не укладывается, но так оно часто и бывает. За уши вас оттянут. Даже если очень будете хотеть, вот не получится. Ошибку совершить не получится, да, либо с плохими людьми связаться тоже не получится. Еще от вас не зависит, что в вас кто-то влюбится. Причем влюбится очень сильно. И этот человек, он вот ради вас на какие-то шаги, поступки пойдет, либо чем-то вам станет помогать. Вот когда ты любишь, то хочется же для объекта своей любви делать что-то хорошее, героическое, да, вот как помогать, защищать. Но вот мне идет, что влюбится. Вам, возможно, это будет как-то и не очень понятно, либо приятно, да, может быть, вы не ищете ничьей любви, и вообще вы счастливы в браке живете, да, а тут на тебе такое приключилось. Но с другой стороны, я вижу, что человек вас не обидит своей любовью, то есть не будет там требовать, что вот ты тоже меня люби, либо там отдавайся мне, либо со мной будет. Нет, здесь вот как-то
помощь идет от этого человека. Человек просто начнет вам помогать. Возможно, в глазах этого человека вы любовь и будете читать, да, возможно, человек вам так и скажет, что вот, понимаешь, я влюбился в тебя, либо я в тебя влюбилась. Мужчина, вас это тоже касается. Но, с другой стороны, ничегошеньки от вас требовать не будут, навязываться вам тоже не будут. Да, этот человек будет стараться участвовать в вашей жизни, видеться с вами, как присутствовать, да, рядом. Но вот какая-то помощь мне идет, помощь и защита. У кого-то отыграется помощь, у кого-то идет защита. Тут как бы зонт и большая конфета. То есть от этого, кто влюбился в вас, влюбится, да, зонт либо конфета. А может быть и то вместе, да, два в одном. И защита, и помощь, и сладкие времена. Ну вот как-то так. Вы отворачиваетесь. Скорее всего, невзаимно, да, невзаимно. Вот почему я говорю, что кто-то из вас может быть в счастливом браке, либо, у вас уже есть любовь, да, в вашем сердце уже живет какой-то человечек, да, вам дорогой и близкий, но тем не менее у вас кто-то влюбится. Возможно, именно так и надо, да, вам нужна эта помощь, и эту любовь посылают небеса, да, для того, чтобы эта помощь была вам оказана, либо защита была оказана, протекция была оказана, покровительство. Вот мне идет, что любовь, но любовь не взаимная, а односторонняя. Опять же, человек вас не обидит. Вот такая информация, да. Еще от вас не зависит вот эта рыбка. Рыбка, кстати, очень большая, и мне вообще найдет какая-то странная глубоководная рыбка. Рыбка, которая на крючок не хочет клевать, она как-то, знаете, по-другому добывается. Может быть, вы хотите заработать какие-то большие деньги, например, там, выиграть в лотерею, не знаю, там что-то очень выгодно, задорого продать. Может быть, это какой-то бизнес такой, знаете, вот типа вложись и обрети в 100 раз больше, в 1000 раз больше. Но эта рыбка, она на крючок не клюнет. Ее как-то по-другому надо ловить, другим способом, другим методом. Вы очень многое сделаете, вы прям стараться будете, а рыбка не впоймается. Опять же, это не приговор, это не точка, это не конец. Просто другие пути надо искать, чтобы эту рыбу выловить. Она у вас прорисовалась. Это значит, что вы имеете все права на эту рыбу, но другим путем. То есть там не выигрышем в лотерею, а, допустим, работой, бизнесом, каким-то действием. И если речь идет о каких-то сомнительных видах заработка, когда вам там, маркетинг это, да, когда говорят эти пирамиды всякие финансовые, типа вложи там 100, получи 1 000 000, у вас это не сработает. Другим способом надо эту рыбу ловить. Вы можете, вы сможете, она вообще для вас тут плавает. Просто тот крючок, который вы забросите, на него эта рыбка не клюнет, мимо проплывет. Не обижайтесь ни на судьбу, ни на кого не обижайтесь. Просто ищите другие способы и методы. Не так, как вы думали, либо не так, как вы рассчитывали. Да, звучит обидно, но зато это правда, это реалии жизни. Ищите другие методы и способы. Кому-то везет, он выигрывает, а потом все теряет, спускает, либо отбирают вообще, да. А кто-то потихонечку нарабатывает свои капиталы. Опять же, зарабатывать никогда не поздно, ни в каком возрасте. Главное, чтобы было желание, а способы они найдутся. Тем более, еще раз говорю, рыба уже показана. То есть она уже есть, плавает в вашей судьбе. Просто другим способом ее нужно выловить. Может, ее вообще нужно позвать, и она сама приплывет. Может, с очком, может быть, сетями, да. Чем-то другим надо ее ловить. То есть другим нужно заниматься, и в другом деле вы эти деньги заработаете. Так, еще от вас не зависит, совершенно от вас не зависит отношение к вам каких-то людей. Эти люди, они как вместе, как команда, как единое целое, можно так сказать. Их отношение к вам. Может быть, да, семья, а может быть, они и команда. Эти люди меняют свое отношение к вам. Раньше они как-то вас, то ли не замечали, то ли не придавали вам значения, то ли вы для них прям как человек-невидимка были. А теперь эти люди, они стараются вас к себе максимально приблизить.
Они видят ваш потенциал, либо видят, что вы человек такой прям честный, добрый, открытый. И вот они вас как будто бы к себе принимают. Да? Может быть, действительно семья вашего партнера. Может быть, они не видели в вас какой-то ценности, либо считали, что вы там временное явление в жизни там, сына, либо дочери. Может быть, они вас даже в чем-то подозревали, но видя, как вы живете, видя, как вы относитесь, видя, как вы стараетесь, эти люди такие: нет, она хорошая, либо он хороший. Вот такой родственник нам нужен, да, мы примем к себе в семью. Либо, может быть, в коллективе, вы пришли в коллектив, и люди сплоченные, сторонились, может быть, как-то субъективное какое-то чье-то мнение, может быть, вас там как-то начальник не так подал, да? Могли сказать, что вы там очень умный, заумный человек и будете жесткой конкуренцией для коллектива. Вот. А люди посмотрят, что вы нормальная, адекватная, либо адекватный, что вы там дружелюбный человек, ничего такого заносчивого у вас нет. И люди вам откроются и с удовольствием вас примут к себе. Но это прям славное событие, вам будет очень приятно. А ведь вы обретаете не просто знакомство, вы не только друзей обретаете, но вы как семью, мне идет, обретаете. Очень хороший момент. Вольетесь. Вот мне идет, что прям вольетесь, и вы ничего для этого не делаете. Вас вот эти люди сами зовут, сами приглашают. Так, и еще какая-то проблема. Но тут проблема, она решается, но решается не вами, а решается кем-то для вас. А может быть, в принципе, да, вот кто-то будет свое делать и ваше сделает. Ну, как проблему вам кто-то решит. Знаете, возможно, у вас нет времени, недостаточно времени на эту ситуацию. Может быть, эта ситуация вам не по плечу. А может быть, вы вообще про эту ситуацию как-то позабыли. Но кто-то за вас, либо для вас все порешает, все сделает, а вы получите чистый результат. То есть нигде не напрягались, нигде не участвовали, а результат получили. Проблема решилась. Это же просто чудо, это замечательно. Хорошее настроение вам обеспечено, причем надолго. Так, и еще какой-то человек показан, как будто бы от чего-то отказывается. Такой говорит: нет, не хочу, не буду. Тут отыграться, в принципе, может что угодно. И дурные привычки могут отыграться, какие-то соблазны, да. Что-то дурное, да. Вот мне идет, что от дурного человек откажется, и откажется он, либо она сам по себе, да, вне зависимости от того, что вы говорили, просили, либо на что надеялись. А судьба вам хочет этим показать, что человек не до конца испорчен, либо что есть надежда, что этот человек может исправиться, может измениться. Вот как не все потеряно. Вот смотри, видишь, отказался, не все потеряно. Да? У человека еще есть возможность все поменять, да? Либо хорошая перспектива впереди. То есть головой начинаю думать, а от плохого отказываться, причем отказываться сознательно. Вот такой момент, который вас очень удивит. И действительно, это как искорка надежды на то, что все может поменяться, все может измениться, что человек меняется. Может быть, не так быстро, может быть, не все сразу, да, но человек меняется. От какого-то плохого откажется, либо от какого-то соблазна. Еще от вас не зависит ход времени, часы. Часы сами по себе, вы сами по себе. На время повлиять нельзя. Всему свое время, либо все в свое время. И как бы вы ни старались, как бы вы ни подгоняли, ускорить время не получится. Либо перегнать время не получится. Догнать время не получится. Опять же, бывают такие ситуации, когда человек, например, смотрит на других и думает: о, эти люди уже все сделали, а у меня еще и конь не валялся. Да? Надо бегом вот тоже догонять, в лучшем случае обгонять, да, а не получается. Вы тратите очень много сил, и у вас не получается. Но вот время отдельно, вы отдельно, и всему свое время. То, что ваше, вашим станет. То, что не ваше, мимо пройдет. Понимаете, не бывает все у всех одинаково. Не бывает. Тут и продолжительность жизни, да. Кто-то живет короткую, но очень яркую жизнь, да, все успел, все везде успел и быстро сгорел, да, истерся, измотался, да, по жизни, вот это бегать, все добиваться, достигать. Ну, а кто-то живет своим временем, у каждого свое, понимаете?
Вы отдельно, время отдельно. На время повлиять вы никак не можете. Не обогнать, не ускорить, не подогнать под себя. Вот, примите это как данность. И как бы вы ни просили судьбу, либо высшие силы, всему свое время. И все в свое время. Вот как-то надо с этим смириться, мои хорошие. Просто надо это принять. Принять, отпустить и жить, как живете. Так, и еще... Вне зависимости от вас, здесь как на горизонте бывший либо бывшая объявится. Опять же, мужчина и женщина одинаковое предсказание. Вы не звали, вы не ждали, видеть не хотели, не знаю, заблокировали везде, уже дали понять четко, ясно, в лоб, что не хочу, да, я не хочу тебя видеть, я не хочу с тобой общаться, ну, то есть ничего нас с тобой связывать не может. И все равно этот человек появляется, и все равно этот человек начинает какую-то бурную деятельность вот рядом с вами. То есть возвращать, чтобы вы ревновали, чтобы вы нервничали, чтобы вы как-то вот, может, да, передумали, посмотрели, сказали: ах, какой мужчина, как я могла его оставить, либо ой, какая женщина, мне тоже нужна, да. Какие-то такие действия провокационного характера. У кого-то отыграется, что бывший либо бывшая объявится и начнет вас добиваться, да, умолять вернуться. А у кого-то отыграется, что человек демонстративно будет вызывать вашу ревность и типа показывать, что вот смотри, какое золото ты потеряла, да. Какие-то провокации мне идут вот с ревностью связанные. Вы такая: блин, ну я так устала, ну зачем? Зачем ты появился, да, либо зачем ты появилась? И все равно человек это будет делать. И вот что бы вы ни говорили, человек это будет делать. А я вам скажу, что это такое. Это урок судьбы, но не для вас, а для этого человека. То есть вот эти все потуги, попытки вас вернуть, это как человеку показать его ошибки, да, чтобы человек прошел свой урок, чтобы в будущем человек смягчился, больше не был таким эгоистом и ценил то прекрасное, что есть. Там, любовь, дружбу, доверие. Да? Вот как-то так мне идет. Но немножко я вижу, что вам нервы помотает эта ситуация. Вы как учитель для этого человека. Да? Станете таким строгим, суворым учителем для этого человека. Да? Ну, потому что вы непреклонны, потому что вам этот человек уже не интересен. Вы уже точку поставили, все. Вы не вернетесь в ту же воду, да, и чашки клеить не будете. Это прям совсем не про вас. Опять же, там могло что-то и не очень хорошее случиться в прошлом между вами. Нет, не примите, точно не примите. Дальше показывают, что вы куда-то хотите попасть, вас туда не пускают. Объективные причины, субъективные, это не важно. Вас туда не пускают. Там огромный замок и вообще дверь какая-то как забита досками. Да? Замок висит, доски, кирпичи, все, завал, полный завал. И разбирай, не разбирай, все равно не попадешь. При этом откроется другая дверь. Да? Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Дверь, о которой вы никогда не думали. Дверь, которую вы с удивлением обнаружите и скажете: ой, а что это такое? Да? А что там и такое за этой дверью? А почему я раньше этого не видела? Почему раньше об этом не думал? Да? Вот как альтернатива. Вам сама судьба дает альтернативу. Может быть, вам туда и не надо, где закрыто. Может быть, это для вас будет пагубно, либо вредоносно. Тут вас ангел за уши оттягивает, а тут вам просто заблокировали. Вот, а вы же продолжаете стучаться, вы продолжаете требовать: впустите, я хочу. Вам дадут альтернативу. И вы знаете, загляните туда, точно не пожалеете. Может быть, вам там гораздо лучше будет, приятнее. Может, это даже для вашего будущего будет как-то перспективнее. Да, альтернативная дверь, причем вот раскрыта, она уже распахнута для вас. Вот все, заходи, даже открывать не надо, уже все открыто для тебя. Да, замена, альтернатива, и это вам на благо, опять же таки, да, на благо вам. Так, и еще учиться. Кому-то из вас придется учиться, ну, тут либо в прямом смысле слова, да, добывать знания там, через книги, курсы, преподавателей, вузы, либо учиться модернизировать, перезапускать те процессы, которые уже имеются в вашей жизни. Знания, сила, знания помогают, знания спасают. Без знаний никак. Понимаете, возможно, вы в такой точке застряли, да, где вам действительно нужны новые знания. Допустим, нужно обрести дополнительные знания, чтобы построиться на хорошую работу, либо чтобы ваш бизнес успешнее был, либо перезапустить те процессы, которыми вы сейчас владеете, практикуете, для того, чтобы добиваться более скорых и эффективных результатов.
Ну да, вот почувствуйте себя школьником, школьницей, да, вот учусь, пробую, практикую, да, вот такой момент. Хотя, казалось бы, да, многие уже взрослые люди, состоявшиеся люди, ну, придется, и никуда вам от этого не деться. Чтобы выбраться из той точки, в которой вы находитесь, постелить, да, эту дорожку надо. Ну, что есть, то вам я и говорю. Так, еще от вас не зависит судьба ваших врагов, недоброжелателей, не знаю, какие-то плохие люди. Прям один кто-то выделяется, фигура крупная, может быть, рост высокий, может быть, именно, что вот человек воздействовал на вас больше всего, помех вам создавал. От вас не зависит. О чем речь? Простите вы этого человека, не простите, уже ничего не зависит. Ваши враги будут платить по счетам, платить по приговору. Долго эти люди болтались по свету, долго им все прощалось, либо долго им давали возможность все исправить, но никто ничем не пользовался. Наоборот, даже как-то, знаете, от безнаказанности еще больше люди распоясались, как руки развязались. Ага, меня не наказали, мне с неба не прилетело, да, значит, я могу дальше давить, уничтожать, обижать, да, вот как-то так мне идет. Ну, все уже предрешено. Чаша терпения высших сил переполнена. И теперь прольется гнев и кара на тех, кто поступал с вами дурно, плохо, кто обижал, кто предавал, кто делал вам больно. Особенно вот как одному человеку какому-то прям сильно достанется, сильнее всех достанется. Ну, скорее всего, да, этот человек больше всего виноват перед вами. Песенка спета. Больше уже никаких отсрочек не будет. Тут крепко возьмутся. И даже если вы пожалеете этого человека и простите, уже ничего не поможет. Да, придется отвечать, строго отвечать, больно отвечать. Ну, что есть, то есть. Ну, тут как-то много людей, но вот один прям очень выделяется, либо одна очень выделяется. Так, и еще. Кому-то из вас судьба как новое дело готовит. Смотрите, это может быть работа, это может быть хобби, увлечение, какой-то интерес в жизни. Но мне вот идет как дело. Дело, которое в руки идет. Для кого-то это будет прям какая-то совсем новинка. И вы скажете, ну я же в этом не разбираюсь, ну вот зачем мне это все надо? Судьба знает, что делает. Смотрите, в этом новом деле, в этом новом хобби, увлечении вам важным человеком, мастером, да, вам предстоит стать мастером, либо выйти на уровень профи-мастера, знатока, может быть, даже эксперта. Ну вот идет, что идет, то идет. Судьба так решила, судьба так распорядилась. А вы принимаете, а вы исполняете. Может, кстати, и знания, поэтому вы будете новые обретать, принимать, да, для того, чтобы выйти из своей этой точки, где вы застряли, и для того, чтобы принять свое предназначение, стать мастером, стать профессионалом. Что за дело, не спрашивайте. Вы все разные, да, у кого-то дело, у кого-то хобби, у кого-то бизнес, у каждого по-своему отыграется. Но это нечто новое. Новое, то, что вы еще не пробовали. Вот именно вам в руки идет. Еще судьба приготовила для кого-то из вас поездку. На крыльях полететь. Скорее всего, на самолете лететь. Да? Полет на самолете. Либо еще на крыльях, может быть, прям совсем куда-то далеко. И, кстати, возможно, долго придется ехать. Но с другой стороны, я вижу, что эта поездка вам какое-то благо принесет. Опять же, вы разные. Кому-то благо, что вы сможете отдохнуть, расслабиться. Кому-то благо, что вы там, в чужих краях, какого-то важного для себя человека встретите. Кому-то отыграется, что вы, может быть, и помощь обретете в чужих краях. Хороший знак, хороший. Как-то вас это все врасплох застанет, и будет много сомнений, много переживаний. Но вот вижу, что деваться некуда, все равно поедете. Все равно поедете. Вот как надо. Все, судьба говорит, собирайся. И я все понимаю, но собирайся, да? Надо ехать, и вы поедете. В самом венце у вас звезда, причем очень красивая. Звезда на пирамиде. Да, видите, вот она пирамида, и там звезда.
Пирамида — это достаточно такой серьезный знак, знак прорыва, победы, восхождения, но, опять же, взбираться на эту пирамиду очень сложно, иногда прям даже и проблематично. Кстати, могут быть еще и любовные пирамиды, они же треугольники. Ваша звезда взойдет над этой пирамидой, то есть вы победите, да? Вы выйдете победителем из этой ситуации, будь то любовный треугольник, будь то какие-то проблемы, сложности в жизни. Да? Все решаемо, вам это по силам, судьба знает, судьба зовет, судьба помогает, да, вам забраться на эту пирамиду. Даже если вы не ищете побед, либо не ищете прорывов, каких-то достижений, надо. Судьба так решила, надо. Надо блистать звездой на вершине этой пирамиды. Вообще звезда — это еще исполнение мечты и желания. Может быть, вы очень много и долго о чем-то мечтали, прям и потратились на это, и очень много труда вложили для того, чтобы мечта исполнилась. И вот вершина пирамиды вам покорится, и звезда ваша будет гореть на самой вершине очень ярким светом. Хороший знак, хороший, и на этом я хочу поблагодарить судьбу каждого из тех, кто смотрит эту отсыпку, особенно за этот знак. Да? Пусть у каждого исполнится мечта, и пусть сложный путь восхождения у каждого закончится вот такой славной и яркой победой. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.